русских. До наших времен костюм поражает красочностью орнамента. Он остается одним из ярких примеров художественного наследия народа. Этот костюм досталось от Мироновой Токсылы Митрофановны. Самотканный костюм. Действительно, оно все ручное, все самоделанное. Марийский народный костюм богато украшался вышивкой. Стариной в марийской вышивке в большей степени присутствовали геометрические и растительные орнаменты, символизирующие принадлежность носителя одежды. Также она была плотной и четко очерченной к той или иной социальной группе. В древности вышивка выполняла магическую функцию, указывала на принадлежность ее владельца к определенной этнической группе. Одежда марийцев функционально подразделялась на повседневную, праздничную и обрядовый костюм. Но это у нас в данный момент праздничный костюм, праздничный. А также в древности одевали лапти. Также у нас лапти присутствуют, да? Ну, сейчас, конечно, она символизирована украшениями уже более современной. Давлетова Ольга Бакировна, она сама делала украшения. И что хочется отметить, что пояс старинный, тоже досталось от мастерицы. Головной убор дополнила сама, да, называется такия, она сама дополнила. Шовар украшает и символизирует народность, богатство нашей культуры. И также орнаменты, значит, сторож дома, значит, сурт-орол, обозначено сурт-орол, квадрат, это земля, дом, где ты живешь. Его оберегает от неприятностей множество крестов и всякими различными тканями. Оберег груди, знак зрелости женщины, оберег здоровья женщины, матери, символ мужества и плодородия. Лошадь, тут обозначено тоже много орнаментов, к жюри поближе подойдут потом. Значит, лошадь имеет символ трудолюбия, благополучия, достатка, имеет охранное значение и доброе начало. Также, значит, в орнаментах есть солнце, кечи, бабочка, лави. Они обозначают символы легкости, нежности, по народному поверью. Головной убор у женщин в прошлом считался большим, как бы, самым влиятельным значением, я уже говорила. И платок обязательно носили с такими тесьмами, которые они обозначены тут.